История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Александр, расскажите для начала вообще, в чем была идея Холокоста, вот именно со стороны тех, кто его, были непосредственные участники, тех, кто проводил Холокост, и почему белорусские коллаборационисты этим занимались? Здесь есть несколько определений, и я начну, наверное, с сложного, потом попытаюсь это одним предложением объяснить. Но вообще Холокост такой сложный, многоэтапный процесс радикализации насилия во время Второй мировой войны по отношению к евреям или к той категории людей, которые национал-социалисты обозначали как евреи. Он включал с собой в себя огромное количество этапов, как, например, переселение, геттоизация, депортация, массовое уничтожение с помощью расстрелов или в каких-то стационарных индустриальных центрах убийств, как Аушвиц, Майданек, Треблинка. Если брать Минск, то это у нас символ Холокоста. Это, конечно, не только яма, которая долгое время была главным местом памяти о Холокосте в Минске, не только в Минске, в Беларуси, но и Малотростенец, которым формируется мемориал, который еще, к сожалению, не закончен, но были открыты ряд очередей этого мемориала. То есть, если кратко подводя итог, то это государственная политика уничтожения европейских евреев. То есть специфика и уникальность этого массового убийства заключается, что государства, национал-социалисты начали уничтожать по всей Европе, в тех странах, которых они оккупировали, начали уничтожать тотально евреев. То есть речь идет о женщинах, детях, стариках, мужчинах и так далее. И оно имело место не только в одной стране, а могло происходить, например, в Африке, и в том числе происходило у нас на территории Беларуси, где процент был тоже большое количество европейских евреев. Если, например, даже сравнивать с Германией, где процент евреев мог быть 1%, у нас был намного выше, то есть у нас было намного больше европейских евреев убитых. Хотя на территории Рейха, в принципе, на территории современной Германии не убивались, они депортировались на восток, в том числе к нам. А почему вот именно в Беларуси появились эти коллаборационисты? Это было просто какая-то симпатия самим немцам в плане как тем, кто противостоит коммунистам, недовольство существующей властью, или это реально была ненависть именно к евреям? Как это обычно, здесь многопричинное объяснение, и если посмотреть, у нас кто-то занимается в Беларуси профилями убийц. Если мы говорим про коллаборационистов, то про местных убийц, то есть вы, я думаю, найдете при желании огромное количество мотивов. Банальный мотив — работа. В силу оккупации я работаю полицейским, оказываюсь у рва, стреляю, потому что это часть приказа. Испытывая какие-то расовые предубеждения или нет, мы не можем знать, но, конечно, это был набор разных мотиваций. Расизм, расовые предубеждения, могли быть простые какие-то маньяки, которые увидели возможность убивать людей. То есть я бы не говорил однопричинно, я говорил, что таких причин было много. И я вспоминаю одну историю убийства евреев рядом с моим городом, в котором я родился, с Осиповичем. Там местные, Айнзац-команда, у них не хватало персонала, они призвали полицейских Минска, и с ними был разговор, это в документах архивных сохранилось, что если они не поедут туда, то они потеряют работу. Они поехали и вместе с членами Айнзац группы убили порядка 2000 евреев в Талике, Мариной Горке и Пуковичах. Айнзац-группа — это профессиональное убийство. Полицейские с Минска — это простые люди, которые в силу оккупации устроились куда-то работать и оказались у расстрельных рвов. И участвовали в этом. Что ими двигало? Мы можем лишь только догадываться, но я думаю, мотивы, как повторяюсь, разные были. Работа, ненависть, возможно. То, что вы обозначили касательно ненависти к Советскому Союзу, но это же была пропаганда, по сути дела. Это некоторые преступники после войны оправдывали убийства, например, погромы. Кстати, чем могут белорусы гордиться, что у нас было мало погромов, и в немецких документах зачастую преступники объясняли, что очень тяжело белорусское население привлечь к
погромам, но не потом к последующему уничтожению. То есть очень трудно было организовать погромы. А вот, например, погромы в соседних наших теперешних соседних государствах часто ретроспективно участники погромов объясняли, потому что это мы преследовали евреев, потому что они были часть раньше советской репрессивного аппарата. Но если посмотреть на фотографии или документов, кого били, кого убивали, женщины, дети, старики среди них были. То есть о каких членах НКВД могла идти речь. То есть это в принципе пропаганда и не более того. То есть на самом деле, скажем, никакая ненависть к Советскому Союзу не может являться оправданием, например, убийства семьи еврейской во Львове, в Риге или в Вильнюсе за то, что кого-то из их членов вывезли в Сибирь. То есть это абсолютный абсурд. Это объяснение, которое не может нас удовлетворить в современном мире. А на ваш взгляд, сегодня достаточно людей, белорусов, осознают, что такое Холокост, что он был на территории Беларуси, и что в нем участвовали сами тоже коллаборационисты? Мне трудно это оценить, потому что мне неизвестны исследования, которые могли там статистически сказать, много или мало. Я могу предположить, что немногие знают, потому что чем глубже вы изучаете специфику Холокоста, уничтожения европейских евреев, чем вы удивляетесь тому, что были приказы, да, которые зачастую не публиковались, да, они не сохранились многие в письменной форме. Зачастую удивляетесь тому, какое огромное количество населения нашлось в разных странах, которые исполняли эти приказы. То есть одно дело было приказать там убить миллионы, другое проблема найти людей для этого. То есть помимо Айнзас-команды или каких-то профессиональных убийцев, которых обучали, найти людей, которые были частью этой системы. И потом не менее сложный процесс был, потому что я, наверное, вперед забегаю, процесс забвения, потому что не только в Советском Союзе про Холокост мало помнили, точнее вообще про Холокост как таковой не поняли, или точнее тогда, может, еще и понятия в начале, в 40-х, 50-х не было такого, как Холокост. Процесс забвения, что это было не часть культуры памяти. И возвращаясь, часть официальной культуры памяти, и возвращаясь к вашему вопросу, насколько это знают сейчас, я думаю, это по-прежнему не часть памяти, потому что любые нации или любые страны, они склоняются, прежде всего, ищут свои страдания. И здесь проблема заключается в том, что, мне кажется, до сих пор еврейская история, она до конца не интегрирована в нашу историографию, и зачастую евреи не воспринимаются, как прежде они жили, как наши соседи. То есть история про них не пишется как история, часть нашей истории. Поэтому если вы где-то придите не в любую школу, вы придите в какую-то организацию и скажите: мы будем открывать памятников евреям, это наши важные соседи, дорогие нам соседи были, мы хотим о них тоже помнить. Он скажет: а почему только о них, а где мы? То есть это всегда в конкурентно ставит. Поэтому любая нация смотрит, где наши страдания. Наши страдания, например, где убивали белорусов, там-то, там-то, или вот символ страданий Куропаты. А Малый Тростенец — это часть нашей культуры памяти. Официально, да, но неофициально, я думаю, не все воспринимают, например, Яму или там места вокруг своего населенного пункта убийства массовых евреев, где были массовые убийства евреев, как часть национальной истории. И отчасти это идет с образования, потому что образование никогда не объясняло это так, что в Беларуси до войны было мультикультурное общество, богатое традициями, питание, свадьбы, музыки. Мы только сейчас, или, скажем, с 90-х начинаем это открывать. Когда посмотрите статьи наших порталов, там Тутбай, вот это известный актер с Голливуда, он, оказывается, его прадедушка был там родом, как мы им гордимся. Можно с большой долей предполагать, что это был еврей, да, которые мигрировали в силу погромов или каких-то еще сложностей. Поэтому, мне кажется, мы сейчас познаем эту историю, пытаемся интегрировать в наше образование. Насколько это нам удается, мне сложно пока говорить, я затрудняюсь это более конкретно сказать, но это не является сейчас действительно интегральной такой важной частью нашей культуры памяти, может стать в ближайшем будущем. Следующий вопрос у меня такой из двух частей, можно сказать, состоит. Вообще, достаточно ли сегодня памятников и мемориалов, посвященных местам массовых убийств? И, опять же, вопрос об отражении этого в массовом сознании. Даже если те памятники, мемориалы есть, насколько они известны, насколько посещаемы в этом плане? Тоже вопрос.
Достаточно ли, это такой же вопрос риторический, как сказать, достаточно ли памяти у нас об этом событии? Ну, кто-то скажет достаточно, кто-то скажет не хватает, особенно если у кого-то родственники там погибли, то им этого мало. А тот, кто удаленно от этой истории, может сказать, да, достаточно, у нас есть Площадь Победы, Хатынь, Яма и так дальше. Ну, мне кажется, памяти не может быть достаточно. И мне кажется, не хватает, основная проблема, не хватает индивидуальной памяти. Пример здесь, конечно, самый лучший, это такие называемые камни преткновения, где мы можем видеть конкретные фамилии, конкретных людей, что они жили здесь. А наши памятники — это зачастую круглые цифры, да. Например, Малый Тростенец, 206 500 человек. Это крупнейший лагерь смерти или место массовых уничтожений во время Великой Отечественной, Второй мировой войны на территории оккупированной Беларуси. Или Масюковщина, 80 тысяч. Несложно советских военнопленных, несложно молодежи запомнить эти цифры, но это имеет границы. Вы запомнили эту цифру? Ужасная, страшная цифра. А что за этой цифрой скрывается? За этой цифрой скрываются конкретные люди, которые очень похожи на нас. Школьники, студенты, которые попали на войну и погибли, там, возможно, не выстрелив ни одного патрона в силу там, каких-то обстоятельств. И если вы через эти индивидуальные истории начинаете изучать эти индивидуальные истории, вы по-другому понимаете эту трагедию. Вы находите какие-то образы, людей, которые похожи на вас. Школьники такие же, как мы, были вывезены и убили в Тростене. Как такое могло произойти, да? То есть я подхожу здесь к такому важному моменту, что сам памятник, он может быть невидимым. Мы поставим его здесь, в смысле, он физически стоит, но мы привыкаем, мимо него ходим, мы знаем или не знаем, что с чем он связан. Ключевое какие-то информационные центры, которые рассказывают об этом, например. У нас главное место памяти — это Музей Великой Отечественной войны. Он рассказывает в основном историю героев, подпольщиков, партизанов, которые сражались. А кто рассказывает, например, историю Холокоста? Кто рассказывает историю там, других забытых категорий, например, преследуемых цыган, например? Кто расскажет? Я уверен, там вы мало найдете. Ну, то есть проблема вот этих вот информационных центров. Это не значит, что рядом с каждым памятником должен быть такой информационный центр. Но если открыт мемориал Тростенец, и там стоят информационная доска, 3 предложения и, скажем, несколько памятников, по-разному их можно характеризовать, это недостаточно, чтобы вы приехали с школьным классом и поняли, что это за место и как надо о нем помнить. То есть новые вызовы, новые подходы, плюс какие-то дигитализация памяти, это также должно присутствовать где-то в интернете, быть видимым. То есть поэтому, скажем, одного памятника сейчас недостаточно. Где бы он ни стоял, какой он большой бы был. То есть вопрос, какая сопровождающая информация и как в этой связи работает образование в том числе по отношению к какому-то месту насилия. Таких мест насилия у нас очень много из 20 века, прежде всего. На ваш взгляд, у государства есть моральный долг заниматься сохранением и восстановлением национальной памяти? И если связать его с предыдущим вопросом, вы упомянули Музей Великой Отечественной войны. Понятно, что это крупнейший центр памяти. А есть ли у государства долг поддерживать, опять же, вот эти маргинализированные темы, которые не связаны с подвигами советских подпольщиков? Понятно, что это важно, но есть и другие темы. Ну, здесь однозначно, конечно, должен быть такой долг, и, в принципе, государство что-то делает в этом направлении. Это открывает новые возможности для историков, для мультипликаторов, точнее, для людей, которые занимаются педагогикой. Я имею в виду, лучший пример — это Малый Тростенец, где произошла трансформация советского места памяти в постсоветское место памяти. То есть с участием ряда политиков других стран, Германии, Австрии, был открыт новый мемориал. Да? То есть очевидно, что в данном ключе государство чувствует моральное обязательство, что прежнее место памяти, оно мало видно, оно не совсем, видно, оптимально работает. В связи с этим происходит трансформация. Да? Но таких мест проблема заключается в том, что, и это драматическая судьба Беларуси в 20 веке, что Беларусь была таким проходным местом, войска шли на восток, на запад, и параллельно там могли сжигаться деревни, могли убиваться мирное население из числа евреев, местных жителей и прочих категорий людей. Таких мест очень много, да, и Малый Тростенец, он, конечно, такой символ массового уничтожения, но если посмотреть, взять машину и проехать по Кольцевой вокруг Минска, вы таких
центров найдете много, например, в новинках, где эксперименты над психически больными людьми были, или Масюковщина, но там не было трансформации, это советское место памяти, памятник с 50-х годов, если не ошибаюсь. Куропаты, сложное место, в смысле место понятное, да, это место преступления, советское расстрельное место, и вот здесь как раз возникают вызовы. Одно дело работать с преступлением других, а другое дело работать с преступлениями собственного государства. Это всегда любой нации больнее, да? Проще сказать, пришли они и убили нас. А другой момент, что там наши убивали наших, да, и в этом смысле это сложнее. Поэтому для государства это всегда долг, но, мне кажется, хотим мы или не хотим, мы можем чем-то заниматься, а второе игнорировать. Но история нас догоняет. И то, что государство в прошлом году, если не ошибаюсь, в Куропатах поставило памятник, это дает надежду на интеграцию всего этого насилия в нашу культуру памяти. Потому что мы не можем делать вид, что это не произошло. Это просто нас догоняет. Чем больше мы это замалчиваем, тем больше мы пытаемся сказать, это была такая сложная история, чем больнее потом нас будут, когда дети наши спросят, а что ж там было, когда они начнут разбираться. То есть таких мест много. Государство что-то делает, оно может еще больше делать. И мне кажется, есть надежда, что в 21 веке есть шанс, что сядем за какой-то круглый стол и начнем говорить по таким сложным темам, как это все могло у нас произойти и как обо всем этом говорить с молодым поколением. Потому что если мы это не сделаем, молодое поколение будет рыться в наших семейных архивах или рыться в государственных архивах, находить документы и спрашивать, что это такое было и почему оно находится рядом с свалкой, или почему там нету креста, или почему там дорогу строят и так дальше. То есть еще будет больше конфликтов с нашими последующими поколениями. Поэтому памяти недостаточно, можно делать больше и быть инклюзивным, включать различные забытые группы в эту память, потому что память не развешивается по килограммам. Если мы включим туда евреев, нет опасности, что кому-то другому останется меньше. Как вы думаете, может тема Холокоста так, можно сказать, слабо воспринимается у нас именно из-за такого разделения, принятого в советской и постсоветской историографии, Великой Отечественной войны и Второй мировой войны? Я вот сейчас не буду спрашивать именно, что вы думаете по поводу этого разделения, но вписывается ли Холокост в идею Великой Отечественной войны? Может, в этом проблема? Ну, я лично не вижу, потому что от изменения названий, как мы называем эту войну, Великой Отечественной или Второй мировой войны, не изменяется трагедия еврейского населения. То есть оно было убито, но это уникальное явление, потому что речь шла о тотальном уничтожении евреев на территории Беларуси. И для меня название, скажем, рамки не меняются, если я назову это или так, или так. Речь идет просто банально о признании неизмерных страданий людей, о способности нас сочувствовать, страданиям соседей, да, или как назвать, те, кто с нами жили и кого насильно всеми семьями убивали. А назовем мы это Вторая или Великая Отечественная война, мне это не принципиально. Не принципиальней говорить об этом, потому что у нас исчезло огромное количество людей, причем невероятно жестоким образом. И в силу специфики советской культуры памяти, которая, можно сказать, она не забыла обо всех их посчитали. То есть эти цифры убитых людей, они у нас всегда были в учебниках, на памятниках, но специфика уничтожения евреев здесь, она никогда не озвучилась, абсолютно целенаправленно. Об этом замалчивалось, чтобы не выделять эти страдания вперед, да. Но в этой специфике об этом сейчас невозможно умалчивать, да, потому что если приезжают родственники погибших евреев, допустим, с Австрии, если взять, мы не можем им сказать, знаете, мы помним только о мирном населении, хотя их, конечно, можно назвать мирным населением, но им надо возвращать какую-то свою идентичность, да, то есть они были австрийские евреи, минские евреи. Это очень важно. То есть это как своего рода демократизация культуры памяти. Да? Мы не можем сейчас дать какую-то схему. И опять же закончу мысль на том, что это будет называться в контексте Великой Отечественной войны или в контексте Второй мировой войны, для меня не принципиально. Важно, чтобы это упоминалось. Еврейство было существенной частью
белорусской нации. Да? Можно ли сказать, что белорусская нация до и после Холокоста – это две разные нации? То есть Холокост сильно повлиял? Да, конечно, однозначно. Я единственно мог бы поспорить, или, скажем, это тема для дискуссии, насколько евреи были интегрированы в наше общество, потому что, например, в Германии евреи были больше интегрированы за счет культурно и во всех смыслах они были больше интегрированы, чем у нас. Но, тем не менее, если вспомнить, я не специалист по 20-м годам, но если представить Минск 20-х годов, я думаю, для любого молодого человека, если бы он познакомился с той историей, много было бы удивления, насколько мультикультурный был Минск того периода. Да? Зачастую этим хвалятся, в хорошем смысле слова. 4 языка официальных: идиш, белорусский, польский, русский, вывески. Это означает культурные традиции, кухня. То есть это разнообразие, оно давало больше, чем что случилось после войны на место уничтоженных евреев. А евреи это были в большем, скажем, количестве торговцы. Белорусы в большем количестве, это такая немножко, может, простая схема, крестьяне. И вот эти города, где было много евреев, на место уничтоженных евреев в ходе советской индустриализации, если брать пример, например, Минск, построение советского образцового этого социалистического города, сюда потянулись белорусские крестьяне, которые отчасти забыли, кто здесь жил. То есть, если вы сейчас попробуйте найти места, где жили евреи, то есть это тоже невидимо, как вы говорите, памятники, а как мы помним, например, о еврейской цивилизации в Минске. Возможно, одно из немногих мест, это напротив исторической мастерской, это бывшее еврейское кладбище, которое сейчас парк. И чуть-чуть в стороне вы там увидите разбросанные могильные камни. Могильные камни — это как осколки еврейской цивилизации. Все, что осталось, это эти камни. Конечно, есть еще небольшая еврейская община, но наш шок заключается в том, когда строят здание БГУ и в фундаменте находят еврейские могильные камни, и молодежь спрашивает: да, откуда это у нас? Да? То есть, в принципе, получается, это нехороший такой вывод, особенно если эгоистично смотреть на самих себя. То есть у нас может какой-то случиться катаклизм, и от нас останутся, или, возможно, не останутся только могильные камни, которые, возможно, станут частью инфраструктуры города. Поэтому это, можно сказать, нехороший пример памяти, и наша задача как раз помнить о этом мультикультурализме 20-го. Я более чем уверен, воссоздать, скажем, еврейскую цивилизацию в том, какой она была до войны, здесь невозможно, но можно хорошо помнить о наших соседей. Не только о том, что их уничтожали здесь у нас, а о том, какой вклад они в нашу культуру внесли. И мне кажется, интерес к этому появляется, и в статьях различных средств массовой информации появляется история: вы знаете, этот писатель был с еврейскими корнями, а вы знаете, какие он важные вещи делал. То есть такой интерес появляется, идут открытия, позитивные открытия. Нам вместе было хорошо, и вместе мы могли бы сделать больше. Поэтому потеря еврейской цивилизации для нас означает, что мы стали культурно беднее, так скажем, после войны, однозначно. У меня 3 последних вопроса, они больше связаны с общей темой идентичности. Как вы думаете, почему вообще нужно знать историю своей страны? Почему важно знать, что случилось здесь 100 лет назад, чтобы как-то это привнесло изменения в мое понимание того, что значит быть белорусом? Я, конечно, здесь занимаюсь такой темой, связанной с массовым насилием и массовым насилием в период Второй мировой войны. Конечно, здесь зачем это все нужно знать, это такой избитый ответ, чтобы это не повторилось. Не повторилось, потому что то, что произошло у нас в 20 веке, это такие демографические катастрофы, сталинизм, Вторая мировая, Холокост в контексте Второй мировой войны или в контексте Великой Отечественной, Чернобыль. То есть это все нужно знать, чтобы понимать, как это произошло. Мы начинали говорить и упоминали коллаборационистов. И есть неудобный вопрос: как получилось, что наши соседи убивали других соседей? Просто понять, какие механизмы были, чтобы привлечь людей убивать других людей. Легко это объяснить: приехали какие-то нацисты и сказали, их надо убивать. Но тогда вопрос: а как сейчас, какие есть гарантии, что это не повторится? Какие мы механизмы выработали, чтобы не допустить это насилие? Насилие, которое никто не хочет, чтобы это повторилось. Но я уверен, во всем мире есть куча политиков, популистов, которые могут начать объяснять новые теории и могут найти по всей Европе огромное количество людей, которые скажут: да, мы сейчас будем это делать. То есть задача этой истории заключается в том, что мы должны знать и эту травматическую историю, мы должны делать выводы прежде всего о том, как мы можем противостоять эскалации насилия. Когда вы видите, что у вас происходит, нам кажется, война далеко, когда видим, что происходит в современном мире, мы видим, как она может быть близко.
и момент, как это у нас работает образование, что мы делаем сами, чтобы это не повторилось. Да? Это, мне кажется, вот важный урок из истории, как мы можем сопереживать не только себе, когда мы пострадали, а также соседи, которые исчезли у нас с соседних дворов. То есть вот это сопереживание, сострадание, то есть, по сути дела, интеграция вот этих всех опытов в нашу историю с целью недопущения повторения в каком-либо виде. Нужно помнить не только достижения, но и черные стороны. Однозначно, потому что на позитиве вы не выстроите всю свою историю, да, так или иначе вам когда-нибудь придут дети или кто-то придет и спросит, а что это было, почему я еду по Кольцевой Минска и вижу кресты, почему я вижу так называемый лес имен, почему я вижу лес крестов, почему экспериментировали над психическими больными, почему солдат военнопленные умирали от голода, от холода. Если у нас не будут на это вопросы, значит, мы не научились ничего с историей, в принципе. То есть это ужасные уроки, но мне кажется, вот этот весь ужас, он подталкивает нас по-особому, скажем, заниматься образованием, чтобы это не повторилось, опять же. Ну и последний вопрос, мы его задаем всем гостям передачи «Идентичность». Лично для вас, что такое быть белорусом? Это на самом деле очень сложный вопрос, и я не совсем хотел бы на него, я его себе никогда не ставил, но для меня есть такие пару категорий, которые, мне кажется, не то, что должен там каждый белорус ими обладать, но мы должны стремиться к созданию такого на практике толерантного общества, диалогового общества, там, где уважали права человека, были гражданско активные люди, солидарные в сложных обстоятельствах, с какой-то инклюзивной диалоговой культурой памяти. То есть мы не будем обсуждать, о ком мы будем помнить в 20 веке, о белорусах, сожженных в Хатыни, или о евреях, расстрелянных перед ямой в Бронной горе. А мы говорим, это все были наши люди, которых нацисты хотели сделать чужими и полностью истребить. Нет, мы помним о всех, мы уважаем эти все жертвы, мы научились этого, что на основе этих преступлений мы делаем выводы о ценности человеческой жизни, о правах человека, о том, что каждый человек или каждая жертва достойна памяти. То есть это, наверное, такой главный, то, что в 2005 году в Евросоюзе был принято такое единогласное решение о том, что Холокост является уникальным событием на европейском континенте, то, что отчасти оспаривается отдельными национальными государствами, потому что свои страдания ближе. Я хотел бы, чтобы именно вот на примере Холокоста в том числе видели как такое уникальное событие, где в Европе многие люди объединились. И у меня на всю жизнь запомнилась такая фраза, где одна еврейская семья говорит, нам некуда ехать, нас не берут туда, нас здесь депортируют, мы не можем выехать и так дальше. То есть мы быть настоящим, или, скажем, стремиться мы можем в нашей стране к людям, где можно было спастись от войны, где можно было избежать каких-то практик насилия, где можно было вести диалоги с друг другом о сложной истории и планировать совместное комфортное будущее, где мы будем уверены, что мы будем помнить о всех и о нас в том числе. Таким образом, мы не только заботимся о памяти соседей, мы заботимся, что и нам будет или нашим детям будет комфортно жить в таком государстве. Большое спасибо за беседу, Александр. Идентичность.